Борьба раба со своими желаниями. Суфии называют ее усердием над собой. В Коране говорится о нем как об усердии ради Аллаха. Об усердии не на пути Аллаха, а ради Аллаха. Старание на пути Аллаха – это сражение, убивая неверных. А усердие души и тела значит старание ради Аллаха. Усердие души и тела – это и есть большое сражение. Кто-то может сказать, что при борьбе на пути Аллаха можно умереть, но в усердии над душой и телом ради Аллаха не умирают. При борьбе на пути Аллаха сражающийся отдает душу, но тот, который трудится над своими желаниями, душу не отдает. Однако тот, кто отдал душу, может быть, поступил так ради славы, величия. В судный день у него спросят, почему он так поступил, ради чего воевал, убивал людей. Он ответит, что поступал ради Аллаха. Ему могут сказать, ты говоришь неправду, ты сражался, чтобы тебя прозвали храбрым. Наверное, он был самолюбив или тщеславен и горд за совершаемое поклонение Аллаху. Но когда человек трудится усердием души и тела, он не болеет душевными болезнями. От такого рода болезней человек может возгордиться и видеть свое поклонение. Ведь богословы не зря говорят, что пока ты следишь за своим поклонением, оно не поднимается. Но когда ты забываешь о нем и не следишь за ним, оно поднимается. К Аллаху поднимается прекрасное слово, а праведное деяние возносит прекрасное слово. Пока ты видишь свое поклонение, оно не поднимается в небеса, не принимается Всевышним. Если оно принимается, то ты не можешь его видеть. По этому поводу Всевышний Аллах сказал, это те, которые раздают милостыню, тогда как их сердца страшатся того, что им суждено вернуться к своему Господу, тогда как их сердца страшатся. Слово «ваджиля» означает «боязнь». Поклоняются они, но боятся за неполноценность своего поклонения перед Аллахом. Это те, которые раздают милостыню, тогда как их сердца страшатся того, что им суждено вернуться к своему Господу. Вот что значит быть искренним при поклонении. Поэтому труд над своей душой и телом ради Аллаха является основой очищения от грехов. Суфизм – это утверждение в степени благодеяния. Его основа – очищение души и тела от грехов. А основа очищения души или путь к очищению тела от грехов – это усердие. Поэтому Аллах соединил вместе усердие ради Аллаха и благодеяние. В конце суры «Паук» Аллах говорит, «А те, которые трудились ради нас, там не сказано, которые трудились на нашем пути, сказано, которые трудились ради Аллаха. Сказано, а тех, кто трудились ради нас, мы непременно поведем нашими путями. Воистину, Аллах с творящими добро. Он не сказал с богобоязненными, с религиозными, с мусульманами. Усердие ради Аллаха в своей основе начинается со степени благодеяния. Мы можем познать благодеяние в словах нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Благодеяние – это поклонение Аллаху, как будто ты видишь Его. Хотя ты Его и не видишь, когда Он на самом деле видит тебя. Не может быть, чтобы поклонение было достаточным, если не быть уверенным в том, что Аллах видит тебя. Убежденность в том, что Аллах видит покорность, остерегает от всего греховного и ослушания Его. Чувствовать, что Всевышний Аллах видит, где бы ты ни был. Как сказал Он, свят Он и велик. По поводу некоторых людей. Они боятся моих рабов. Они боятся меня. То есть Аллах говорит, они укрываются от людей, но не укрываются от Аллаха, тогда как Он находится с ними. Люди в ослушании, но Аллах видит их плохие деяния. Если даже я постараюсь скрыть свои греховные дела от Аллаха, где бы я ни находился, Он все равно видит меня. У меня в сознании не бывает,
что Аллах видит меня. Это, несомненно, недостаточность веры. Таким образом, я считаю Аллаха недостойным среди тех, которые видят меня. Если я чему-нибудь придам значение перед Аллахом, зная, что Он видит все, то я не впаду в грех. Но когда ты творишь что-то, ты думаешь только о людях. В аяте говорится, что они укрываются от людей. Что это значит? Скрыться от людей. Это значит, что ты во время ослушания Аллаха скрылся от людского взора, но ты не скрылся от взора Аллаха, хотя Он был с тобой. Я хочу сказать, что Он скрылся от людей, но не от Аллаха. Когда Он совершал греховное, о ком Он вспоминал? О людях, которых с Ним нет, но не Аллаха, который вместе с Ним. Аллах видит и его. Аллах вместе и с теми, кого нет рядом. Они не могут скрыться от Него. Это высшая ступень, которой человек должен поклоняться, как будто видеть Его, мысленно обращаясь к Нему, зная, что Он смотрит на тебя. Так ты должен поступать всегда, где бы ты ни находился и в каком состоянии ты не был. Ибо Он с тобой и видит тебя всегда. Аллах всезнающий и всеобъемлющий. Всевышний Аллах вместе с людьми всегда и везде только Ему, в приемлемой форме. Что означает всезнающий? Это значит, что Он всеобъемлем, что Он видит, чем мы занимаемся, и знает, о чем мы думаем. Верующий должен верить в это. Всевышний Аллах вместе с людьми, где бы они ни находились.